Нам каракалпакский брат написал с удивлением, что татарская лексика с каракалпакской 1 к 1. Так я ему ответил в комментарии: но мы же кыпчаки. Вот знание родного языка, туган тіліні білу, это безвредное явление. Зарарсыз, зыянсыз көрініш. Кто хочет, кто не может учить родной язык. Об этих людях можно говорить безвольный. По-татарски ихтиярсыз. Ихтиярсыз, кши безвольный человек. У нас бедный, когда денег нету. А я считаю, когда знаний нет, вот он бедный. Бедный факир. Факир значит ярлы, факир, мискин, бишара. Ну, а кто не знает родного языка, сак булагас, будьте бдительны. Уяу булагас. Потому что среди тюркских народов язык татарский очень пригодится. Тем более это государства суверенные. И в жизни все бывает. Нужда заставит, поедешь туда. А тут уж безграничное знание родного языка, в частности татарского, вам окажет добрую службу. Безграничный чиксис. Пишется чиксис, читается щиксис, произносится щиксис, зыянсис. Значит, безвредный. Что там заговорился? Безграничный, короче, чиксис, ышсис, крейсис. А безвредный зарарсис, зыянсис. Ну, если человеку не получается выучить родной язык, значит, он бездарный. Булдаксис, салятсис, умаган. Или ялкау, лодырь, ленивый. Или акылсыз, без ума. Вот. Бездельник, эшлексис, ялкау. Когда даже не хочет человек родной язык изучать. Это безобразие, когда человек не знает родного языка. Безобразие, тартипсизлек татарща. Безответный, жавапсыз. Безусловно, надо знать родной язык. Безусловно, хиш, шиксис, хиш, шиксис, хиш, суссис, альбетта. Знающий родной язык может поддержать беседу с представителями тюркских народов. Беседа ангаме, габ, силяшип утру. Беседовать силяшу, силяшип утру, ангаме кру.